Тренинг, посвященный теме внедрения сингапурских приемов в учебный процесс, знакомит участников с приемами преподавания, направленными на развитие навыков сотрудничества, коммуникации, критического и креативного мышления. Это теория, которая переходит в практику через различные приемы. Сингапурские технологии создают безопасную, личностно ориентированную обучающую среду, которая способствует самостоятельному обучению и эффективной структурированной работе в командах. Если я не умею мыслить, аналитически, анализировать, синтезировать, сравнивать, делать выводы, рефлексировать, ставить цели, если я не умею работать с другими людьми, активно слушать, доносить информацию до адресата так, как я хотела бы, чтобы он меня понял, если я не умею решать креативно, творческие проблемы, которые возникают в моей жизни или в моей работе, то эти знания, они будут только мертвым грузом, они не помогут. Но отдельно навыки развивать тоже не получается. Поэтому идеальная система преподавания, в первую очередь, это симбиоз предметных знаний, метапредметных знаний, это как раз навыки 21 века, и личностных качеств. По словам Лилии Мухаммедшиной, важно не только содержание учебного процесса, но и методика преподавания. Важно, чтобы дети в Абхазии, в России, в Сингапуре, там, например, в Колумбии, были подготовлены к жизни, чтобы у них был хороший старт. Поэтому в учебная программа каждой страны, она остается своей учебной программой содержания. Что дети должны узнать на математике, что классно, например. Но как это преподается, влияет на то, с какими навыками ребенок выпускается из школы. На сегодняшний день Сингапур демонстрирует самые эффективные рейтинги в системе образования. И именно поэтому было принято решение попробовать опробировать эти приемы в Абхазии. В тренинге участвовали 12 преподавателей общеобразовательной школы «Альфа». На протяжении месяца специалист из Сингапура Лилия Мухаммедшина проводила онлайн-тренинги, в рамках которых участники не только получали новые знания, но и выполняли соответствующие домашние задания. Я считаю, что это очень эффективное направление в перестройке школы, переформатировании ее. То есть это не означает, что мы полностью отказываемся от традиционной системы преподавания, но у нас появляются акценты, которые позволяют развить навыки на уровне всей школы, всех педагогов, которые работают с детьми. Я считаю, что очень интересно, что вот все приемы, они работают на критическое мышление. То есть ребенок, который заканчивает школу, он получает жизненно важные для себя инструменты, которые позволяют им быть конкурентоспособными. Участники тренинга с большим интересом не только слушали, но и вступали в дискуссии со своими коллегами. Подобные семинары необходимо проводить как можно чаще, отмечают они. Это тот путь, логический шаг, который мы инициировали в нашем центре за инновации в абхазском образовании. Несколько месяцев назад уже несколько педагогов, включая меня, прошли такой онлайн-марафон по сингапурским приемам в учебных процессах. Навыки 21 века, так называемые 4К. Когда ребенок учится сотрудничать, работать в команде, критически мыслить и анализировать. Это все те навыки, которые сегодня крайне важны и необходимы в учебном процессе, да и в жизни тоже. На основе полученных знаний и приемов одна из преподавателей школы «Альфа» провела открытый урок длительностью 30 минут. Затем участники тренинга совместно со специалистами из Сингапура на протяжении 3 часов анализировали инструкцию учителя, задачи и то, насколько дети были вовлечены в процесс. Шазина Ханагу, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение.